Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает детские новости. В студии Диана Подковырова. И Алексей Сургутский. Здравствуйте. Пришла любимая пора всех школьников. Каникулы, неделя отдыха и развлечений. В школах Якутии они начинаются уже завтра, 28 октября, и продлятся до 4 ноября. Таким образом, всего мы, ученики, будем отдыхать целых 8 дней. Свободного времени детям и подросткам может оказаться достаточно для проведения экспериментов, путешествий, опытов. Однако эти занятия далеко не всегда бывают безопасны. Саша Горохов знает, как обезопасить себя во время каникул. Давайте посмотрим. Осенние школьные каникулы – это отличное время для отдыха, развлечений и новых впечатлений. Однако важно помнить о безопасности. Вот несколько советов, которые помогут сделать ваши каникулы приятными и безопасными. Безопасность на дороге. Каждый школьник должен не только знать, но и четко соблюдать правила дорожного движения. В избежание несчастных случаев необходимо ходить по тротуарам лицом к автомобильному движению, переходить дорогу только по пешеходному переходу. Кстати, не забывайте, что в машине всегда нужно пристегивать ремни безопасности. Пожарная безопасность. Не забывайте об основных правилах пожарной безопасности. Не трогайте спички и зажигалки, не оставляйте включенными без присмотра электроприборы и ни в коем случае не прикасайтесь к оголенным проводам и не засовывайте какие-либо предметы в розетки. Безопасность на улицах. Во время каникул большую часть дня все гуляют на свежем воздухе. Самое главное, не разговаривать с незнакомыми людьми и ни в коем случае не поддаваться на их уговоры пойти посмотреть на что это или поехать покататься. Кроме того, не гладить, не дразнить, а тем более не обижать беспризорных животных. Помните, что гулять или играть можно только там, где разрешают родители. И ни под каким предлогом не ходите на пустыри, свалки, не лазайте по заброшенным или недостроенным зданиям. Безопасное поведение с незнакомыми предметами. А вы знаете, какие опасности несут легковоспламеняющиеся, колющиеся, режущие и взрывоопасные огнестрельные предметы? Помните, ничто ни в коем случае нельзя их поднимать, разбирать или играть с ними. Точно так же нельзя заглядывать в брошенные сумки или пакеты. В случае, если вы увидели какой-то опасный или необычный предмет, сообщите о нем взрослым. Безопасность на воде и льду. Лед на водоемах – это зона повышенного риска. Выходить на ледяную поверхность водоема, если она рыхлая, а кое-где проступает вода, нельзя. Тем более не проверяйте толщину ударами ног и клюшками. Сейчас лед еще не окреп. Даже находиться рядом – это уже серьезная опасность. Безопасность в быту. Запомните, когда вы дома, нельзя принимать любые лекарства, тем более, если дома нет взрослых. Кроме того, оставаясь дома один, не трогайте незнакомые электроприборы, ножи, пилы, топоры и другие небезопасные предметы. Телефоны экстренных служб. В действительно сложной ситуации вы можете позвонить не только родителям, но и в экстренные службы. С мобильного телефона существует единый для всех абонентов сотовой связи номер 112. Это служба спасения. Осенние каникулы могут стать временем для увлекательных приключений и отдыха, если помните о безопасности. Составьте планы, будьте внимательны, заботьтесь о своем здоровье. Приятных каникул! Кстати, Алексей, а ты соблюдаешь меры предосторожности? Конечно, Диана. Мои родители с раннего детства предупреждают меня, что выходить на тонкий лед очень опасно. Да, согласна. Но статистика показывает, что в последнее время участились случаи выхода на тонкую ледяную поверхность водоемов. А люди, которые не знают правил безопасности и поведения на льду, могут стать случайными жертвами холодных водоемов. Предлагаю посмотреть, как не стать жертвами ледяной стихии. Зима приближается, а появившийся лед создает ложное чувство безопасности при выходе на водоемы, опасность которых видна не сразу. В настоящее время на водоемах республики наблюдается процесс ледообразования. Лед замерзает неравномерно, тонкий и опасен для жизни. В этот период в группе риска находятся рыбаки, охотники, судоводители, водители автотранспортных средств и дети. Из-за участившихся несчастных случаев на тонком льду были введены соответствующие запреты и штрафы. Например, для граждан он будет составлять 5000 рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, а для юридических от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Чтобы не допускать несчастных случаев, а также проинформировать население о мерах безопасности, сотрудники МЧС Якутии провели операцию «Тонкий лед». Да, операция «Тонкий лед» стартовала у нас по всей республике. В северных районах уже она давно идет. До нас только сейчас доходит, потому что как раз буквально за эти выходные большинство водоемов города Якутска и вообще республики покрылись тем самым тонким льдом, когда уже люди думают, что можно выступать на лед. Что категорически является неправильной формулировкой. И человек неправильно об этом думает, что если уже лежит лед и на нем есть снег, то можно выходить. Как раз таки нет. Это самая опасная пора для человека, который пытается перейти по тому или иному водоему.
Также для предотвращения происшествий на льду сотрудники МЧС информируют и раздают памятки подросткам прямо на улицах. Также проводят инспекции, профилактические рейды возле водоемов. Нельзя проверять ударом ноги или камень. Вот камень кинули, там ребятишки, а камень вылезут. А если туда пойдут, то нам народ нужно. Значит, могут попасть в беду. Может такое дело быть? Конечно, может. Может. Никогда не стоит забывать об опасностях, которые окружают нас. С виду обычный водоем способен скрывать в себе множество опасностей, иногда несовместимых с жизнью. Соблюдение правил безопасности не только поможет предотвратить возможные проблемы, но и даже спасти жизнь. Александр Горохов, Аэлита Махно, Якутск. Да, действительно, каникулы – это пора отдыха для школьников, но также и то время, когда именно взрослые должны уделить особое внимание к планированию отдыха своих детей. Кстати, Алексей, у меня есть информация для наших родителей. На следующей неделе суббота будет рабочий, но этот день 2 ноября, как предпраздничный, будет сокращенным на 1 час. Это касается тех взрослых, которые работают по 5-дневному графику. Да-да, суббота, 2 ноября. Будет рабочий, так как вторник, 30 апреля, добавили к первомайским праздникам. И тогда взрослые отдыхали. Таким образом, у тех, кто работает по 5-дневной рабочей неделе, будет 6 рабочих дней. С 28 октября по 2 ноября. Мы достаточно уделили внимание теме безопасного поведения на льду. А ведь есть еще и правила поведения на дорогах. Наша коллега Милена Александрова как раз побывала на уроке безопасности от ГИБДД и подготовила материал на эту тему. С наступлением холодов и сезона гололеда на дорогах увеличивается количество транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе детей. А чтобы не допускать таких, сотрудники ГИБДД совместно с педагогами лаборатории безопасности проводят профилактические занятия с учащимися школ нашего города. Инспекторы ведут профилактическую работу не только с детьми, но и с их родителями, которые несут за нас полную ответственность. У нас проводятся родительские собрания всеобщие, да? Вот, и посещаем родительское собрание, разговариваем, доводим до родителей, показываем видеоролик с видеокамер на дорогах, которых у нас установлены, да, где вот именно момент вот наезда на ребенка, момент на ребенка-велосипедиста, когда он переезжает дорогу, когда они перебегают дорогу, да. Сейчас вот решили вот такое вот практиковать, то есть наглядно показать родителям, как все это может случиться. Организаторы напомнили учащимся правила для пешеходов, велосипедистов и пассажиров транспортных средств. После лекции детей ждала практическая часть, где они показывали, насколько хорошо они запомнили правила поведения на дороге. Часто жертвами ДТП становятся именно дети. Поэтому важно проводить беседы в школах и в детских садах, чтобы дети научились правильно переходить дорогу, ну и как себя вести на проезжей части. Музей России «Моя история» учеников 21-й школы официально посвятили в ряды юнормейцев Якутии. 80 школьников от ребят младших классов до старшеклассников теперь гордо могут называться юными бойцами. Со знаменательным событием ребят поздравил юных заместитель начальника регионального отделения юнармии Республики Роман Попов. Юнармейское движение активно развивается по всей стране. В нашей республике, в городе уже более 2000 юнармейцев, во всей республике уже более 7000 юнармейцев. У нас уже в 31 районе муниципального образования созданы местные штабы. У нас более 200 отрядов юнармейских. То есть уже практически в каждой второй школе есть юнармейский отряд. Ученики 21-й школы дали клятву юноармейца. Каждому из новоиспеченных бойцов юнармии вручили личные книжки, удостоверяющие, что они теперь являются частью отряда юных армейцев. Движение юной армии помогает ее участникам найти себя, свой путь в жизни, а также раскрыть потенциал своей личности. Юная армия воспитывает в юных бойцах такие необходимые качества, как доброта, сочувствие, советливость, чувство долга, верности и достоинства. И не менее важна любовь к родине и ее культуре. Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расаргуевых представил цирковое этношоу «Земля Мамонта». Там было очень интересно. Зрителям показали различные трюки, эпичные художественные образы и еще много нового и захватывающего. Увлекательные номера, яркость костюмов и фантазийные декорации перенесли зрителей на тысячелетия назад. «Земля Мамонта» объединила в себе народные традиции и современную энергию, а оформили спектакль в стиле этники и рок-музыки.
Обнять себя, гимнастические трюки и национальный колорит. Артисты покажут множество выступлений и трюков. Зрители ждут незабываемые ощущения и чувства. Обязательно нужно сходить и посмотреть представление. Алексей, как ты думаешь, какой момент жизни твоих родителей был самым счастливым? Могу предположить, что тогда, когда они стали родителями. А я с тобой соглашусь. Вот и в Национальном центре медицины каждый день все больше и больше появляется на свет малышей и их счастливых родителей. Буквально на днях там состоялась торжественная выписка новорожденных. Наша коллега Юлия Лукина побывала на мероприятии. Давайте посмотрим, как это было. Каждый ребенок достоин счастливого детства, тепла и любви. В торжественной обстановке теплыми словами поздравили мам с выпиской. Каждой вручили цветы, памятные и денежные подарки. Каждый год врачи перинатального центра помогают родиться на свет более 3000 малышам. Я работаю акушером-гинекологом с 91 года, с прошлого века. И люблю очень свою профессию акушера-гинеколога, потому что эта профессия связана с новыми жизнями. Как прошли роды? Можете сказать общее состояние мамочек? Так, роды у всех мамочек прошли хорошо, нормально, удовлетворительно. В зимнем саду присутствовали как родные и близкие мамочек, так и те, кто помог появиться детям на свет. Из 8 мам 2 стали многодетными. У некоторых первые малыши, а у некоторых это уже второй ребенок. Всех их объединило одно – любовь и радость. Расскажите, кто у вас родился и как прошли роды? У меня родилась девочка. Роды прошли просто замечательно. А как вы назовете своего ребенка? Ой, пока не знаем, мы не определились еще. Мама – самый главный человек в жизни каждого. Сегодня выписываются 8 мам, из них 4 девочки и 4 мальчика. Эти искренние поздравления сегодня звучат только для них. Юлия Лукина, Айлита Махно, Якутск. Эти темы показались нам самыми заметными и актуальными. Желаем телезрителям отличного выходного. До встречи в эфире.